это. Да не, это не от Мы курицы. вчера курицу не ели. Ели. Тем более, позавчера ели. Шучу я, что вы накинули сразу на курицу? Ну. По-любому вода прет, да? Смотри, пена прет. Да. Но окунь, если Я попадешь на голодного, он просто ошалел и на 2 крючка раз 5 попадал. По 2 штуки. Да, окуню вот прибыль воды, язю не вредит. Вот сик не клюет. Да Хариус. стиг он и летом вообще ни на что не клюет. Это он только зимой А и так то. вообще не клюет. А? Так вообще не клюет, когда прибывает. Не знаю, вот у нас нет. А, А в низовьях, клюет, а так в вообще не низовьях клюет. так вот такие сиги клюют. Так в Якутии на блесну вот такую клюют сиги, Да. так что теперь, блин? Вот такая блесна. Вот которую я блесну сделал, Надо вот зимой я буду икринки привезти сига сюда и ловить. размножить такого и все. Ну, якутского сига. Да. Представляешь, вот такая блесна колебалка, ну, вертикальная. Так это там сиг, а у нас сишки. У нас-то сишки. Ну же он-то вот такой будет. Так там пофиг, там даже вот такие 600-700 граммовика вот берут на такую блесну. Не путай Это сишка уже с компания, это азарт. Да, Вода не та, это вам не кодоч, кабачок это не снежная вода, не ледяная. сишкой. Рубчики можно подкинуть, да? А я вчера рыбу в кодоч закинул. Пока делал углубление с камнем, у меня ноги заледенели. Не, Ты чё? вот летом он был теплый. Но Нагрелся. Печора вроде бы холодней даже был. Плюс 30. Володя с сыном, это костер, где кипятили чай. Я подъехал к ним, Володя говорит, не знаю, что, блин, уже это Печора почти это холоднее, это Кодоч. Слушай, ты Володю больше. Я говорю, так ты, наверное, в устье, вот здесь, где мешается вода. Володя, вот знаешь, выше. что говорит? Вот здесь я поставил сетку. А, еще место, где сеть поставить, там кудюшки дать. Идет Володя тоже. Ну что, говорит? Ясь-то попадает? Нет. Я говорю, ясь нет, но сишки, говорю, попадают осень это. Не, мне сиг не нужен. У меня, говорит, от сига изжога. Мне, говорит, язя надо, я там чуть не упал. Ну, умею тут сказать уже. Ну, смотри, нашли. Мы А, тебе да, не показывали. достали, Вон сачок сгнил, потому что железо. Достал с А одного здесь. алюминий. Так вот точно такая же Целый. палка. Слушай, вот же она, целая палка. От, Да. от нашего сачка. Вон сачок лежит. Так это вот у тебя вот это разломалось. Она даже закисла, тут уже Ну, железо. сколько лет пролежал, видишь, сачок уже прогнил, материал прогнил. Сгнило железо. Уже рыба съела его. А у тебя сачок нет, а палка сломалась? Да. А, У меня оку- вот эта вот палка здесь вот сломалась. Так забирай, делаешь. Окуня со злости сгрыз. Да, и вот тут даже сорога грызла Забирай, зимой, забирай. когда жрать Дай, нечего. дай Игорю, он делает. Правильно, сейчас мне проткни лодку здесь этой самой. Да сломай, отломай до конца тогда. Да ты вот это вот. Я как Ром. мог отмыл, он весь в ракушках уже был, он лет, Да. лет 10 уже как минимум лежал здесь, блин. Как подводная лодка. вот. Там бы замыло, а он здесь вот в протоке лежал. Да, тут его. Я ложку видел. Ну, хотел достать, но Мы никак. блин. рубль видели или два Да, блестит. ты чё? Я говорю, может серебряный, Я говорю, блин. рубль. Ну а что, Я говорю, 2. Да, ну может быть. 2, он Ну, побольше рубля, потому что. Мне Но показалось. не закис, он блестит, он не Да. знаю, как бы что. Это я кинул в том году на счастье, думал, чтобы вернуться. Ага. Как- Современные рубли, они гниют. Это по-любому старая монета. 20 копеек, наверное, старая. Да, такой, ну, чисто. А прикинь, Нервы. серебро чистое, блин. Мы что-то проехали. Да. Мы нам это. Киштыма. Тен киш. Или как там забыл. Киштыма, да. Да, тен киштема, а ме. Иван огью. Григорьевич А ме огью. с Украины. Игорь хоть и местный, но тоже по-русски. Тоже Ну, с Украины. половину фраз тоже с Украины. Я служил на Украине. А, слушай. В стрию, вон дядя Ваня знает. Ну, я в Украине делал пересадку, когда с Германии летели во Львове. тоже. О, вот хохлы встретили, земляки. Я Оказывается. тоже на дозаправку наш самолет О. Ил-76 Да садился. ты чё? Ну, Я нифига во ты Львов, летал. во Львов приехал, во Львов, а мне говорят, я говорю, мне бы на автовокзал. Подхожу к такси, мне на автовокзал, пожалуйста. Молчат. Да блин, потом один молодой Запивать будешь? пацан подходит, говорит, ты куда тебе ехать? Я говорю, да в Черновцы. Так что ты в Черновцы, что там все по-русски говорят? Я говорю, да нет, я же украинец. Ну ты же приехал на Украину, так и разговаривай по-украински. Вот подойди и спроси по-украински. Ну я говорю, ну будь ласка, можна до автовокзалу підкинути? Будь ласка, сідайте. Сів і поїхав.
А, Всё. по-русски говоришь А не очень, по-русски да? говоришь, они не слышат, ну не понимают и все. Что ты, вот тебе это было. А ты чисто по-украински можешь разговаривать, Да, да? ну а як же? Конечно. Як же? Ну скажи Я- вот, окунь клевал и перестал, скажи. Звичайно. Ну, окунь клював і зовсім Перестав. перестав. Зовсім перестал? Зовсім. Да. А скажи, мы пили, ели и немножко Окосели. устали. Окосели. Это не переводится. Как это не хочешь? Пили, їли. Ели, пили. Да, їли. И трошки І устали. утомилися. Утомились. Ну так. Тает. В садули в огороде. А, ты что хочешь сказать, что бегала собачка? Нет, у нас такой песни Такой нету. 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 А нет. Тает. Забота наша такая. Ну, на Украине нет такой песни. Там нет забот. Ваня, чуть-чуть сальца, пожалуйста. Там все с беззаботно, мальца. да? Там все делает, нет никаких забот. Все Ладно, нормально. Солнечный круг. Небо вокруг. У нас Что-то тут принес. Солнце, Ваня Так, говорит, хватит. на Украине бьет прямо в темечко. да. У в нас июле. слева, справа, а вот там в А в темечко. июле, да, мы были с Валентиной там. Она вообще только под вишней лежала. Все, она не может выйти. Ну, дом каменный. Да. В доме днем прохладно. Сальце? На улице наоборот. Вот хлебушка нарезать бы. Двери А он- открыты. А, не отрезанный? что ли? Ночью. Вот же у тебя хлеб. На улице прохладно, а в доме тепло. А днем наоборот. На улице жара, в каменном доме, как в холодильнике, прохладно. Двери открыты. А там же не каменные, там же эти Ну, дома. у меня это каменный дом. Кирпичные. Ракушник. Камень ракушник. У нас рядом шахта, где пилят этот камень. Ну, 25 килограмм стандарт камень. Камни. Да. Газончик 100 штук берет. Там заключенные пилят, конечно. Ну, там А примерно как дали можно тебе. камни пилить? Ну, Ракушник, пилят такие машины. известняк. Машины, известняк, пилить так, потом пилить так, потом ломиком тык-тык-тык, вся стена упала. И грузят. Они натренировываются до того, 25 килограмм камень, он берет, никто не залазит на газончик. Шлеп, вот так, камень в камень. Ну, Всё. наверное, они кабаны такие, да? Нет, ну не все же кабаны там, ну накачиваются за это время. Ну дали тебе 7 лет, там до 7 лет сидят. Мне? Нет, ну не ну, тебе да. не дай бог, ты, а что я буду один рыбачить, что ли? Тем более 7 лет ждать, ты У тебя что, сосед это же рыбак, время. ты чё? Вот, дают 7 лет, Это и- же не коронавирус, да? Ну, да, ладно. и дают норму. Вот на 7 лет ты должен выпилить столько-то кубов. Собирается бригада 7-летников. Все. Семилеток. Да, которые вот, ну, им же одинаково надо. Чтобы скостили срок, они, блин, там, знаешь, как работают? Встречный план. Ну, все там пашут, блин, и потом выработали эту норму. 3,5 года, 4 года вырабатывает эту норму. Все. Свобода, брат. Скостили. Мгм. Свобода, брат, свобода. А сидят, знаешь, мужики, ни за что. Действительно, кто ворует составами, тот хули пол состава отцепил. И Да. Украл 40 миллионов, 7 миллионов заплатил штраф, да? да, или 400 рублей. Ну это смех. Ну как можно государство обворовать на миллиарды? Ну непонятно вот. Это вот. Ну я понимаю, что. Это нам непонятно. Им-то понятно. А им-то что, бумаги? Все, бумаги, переводы в офшоры, куда только угодно. А что такое офшор? Это Дядя Ваня, ты смотрел фильм «Монах и бес»? нет. Там при частице пришел вот этот такой монах-то, который говорит, ну все, давайте, говорит, грехи отпущу. Он говорит, у меня такие грехи, ой, давай, что такие за грехи? Ты что там сама? Воруешь, что ли? Такие глаза, да разве же это на Руси грех? Бери выше. бля». У тебя опять одно очко. Вот эта фраза, воруешь, что ли? Такой, батюшка, такой нет, глаза. да разве- Воруешь, что ли? Ну, самый страшный грех, говорит, бери вы, самый страшный грех.
Воруешь, что ли? Да разве ж на Руси это грех? Бери выше. Это цыгана исповедует этот поп. Ну, накрыл рясой. Исповедует. Так, сын мой, признавайся во всех грехах. А цыган смотрит, а у попа карманные часы под этим. Ну, он часы раз и отцепил. И говорит, признавай свои грехи, какие там грехи есть. Он говорит, вы знаете, батюшка, я украл часы. Вот. А он говорит, ну, украл, так отдай тому мужику, у кого украл, и греха не будет. Он встает с подряса, достает часы. Батюшка, возьмите часы. Нет, ты отдай тому мужику, у кого украл. А цыган говорит, так я же отдаю, а он не берет. А не берет, греха не будет. Ну, цыган и пошел. Батюшка, кончать службу ж надо. Раз по карманам, часов нет. У тебя борода, а у меня тоже борода, что ли? У тебя уже, да. Я-то побрился, а нет. Ты расскажи лучше, какие раньше рыбаки на Печоре были. Белая борода, черная борода. Да, клички. да. Вот была, у Покчи была белая борода, два брата было, рыжая борода и белая. Ну, рыжая борода был очень хитрый, не дружил с белой бородой. А кто больше рыбы ловил? Белая борода. Белая борода с моим тестем дружили. У меня тесть 20 лет был бригадиром рыбаков. Ну, короче, Рыболовной артели, да? да, в райпост давали рыбу. Короче, ясь был. Федик, помаленький? Да ты Гришку Растворова должен знать тогда, да? Да, я Да всех знаю. нет, белая борода, я помню его. Да. Это Ну, дочка была на маслозаводе. Матрена. Матрена, да. Матрена. Мы приезжали с тестем, тесть у меня еще был когда первый запорожец. Я думаю, Тесть говорит, поедем-ка в Покчу. это моего Я говорю, одноклассника матушка. На же запаску, неделю готовились раньше. Это запаску, Да, там, на там- крышу, блин, в Покчу это ездил. Да, ехать в Покчу. Проверили, смазали, Да. все, блин, приготовили. А по коме белая борода это ежит Тош. Ну, Тош это борода, а ежит белая. И вот и едет. у них были участки. Ежит большой, ежит белый. Вот участки были от Покчи, короче, до Богомола. Может он подниматься от Богомола. А Троицкий до Богомола могут спускаться ниже. Местные рыбаки уже, да? Да, Троицкие, они которые- вот делили такой. У тебя тесть был тоже Да, рыбак. бригадир, да, рыбаком. И он потом как-то зимой поехали, надо ехать в Покчу. А ты был молодой и на подхвате, да? Все Да, да все. Я греб. Короче, лодка 11 метров, деревяшка. Василий Васильевич Попов был председатель совхоза. Миша Марков, электрик с Пурпа. И мой тесть. Короче, они как бы были друзья с детства там или когда там. Ну, короче, все время дружили, сколько я их помню. Они при мне только на день рождения друг другу будильник дарили раз 5. Один Это и тот же. дарит, у него день рождения, дарят будильник. На следующий день у тебя день рождения, это собираются, дарят этому будильник. Это же будильник. Да, и этот будильник ходил вот так, А он хоть работал? да, ну, 5 раз. Ну, Кузнечику механический. открыли, а Комар сосет. кузнечик умер уже, блин. да? Механический этот будильник. Короче, тесть сам потом уже говорит, опять этот будильник подарили. Опять вернулся, да? Да, так говорит, 5-й А раз. сейчас уже нельзя дарить, по идее, да? С одной стороны, типа время, Да, туда-сюда. время даришь Вот- человеку, пусть живет. Вот ножи нельзя, говорят, дарить. Но Да. это, мне кажется, чушь. Нож нельзя дарить, потому что это к разводу, к ругани. Вот подарю тебе нож, у тебя в семье все время с бабой будет не А лады. ты что, а Нет. мне вот Рома нож подарил. Ну вот, нельзя. Ну ты же не ругался после этого? Не, ну мы развелись, но живем вместе. А? Вот такая вот хрень. Между прочим, Ну не знаю. на Илыче мы были, это была осень. Ну, уже, вот как бы сейчас, такие ночи темные, сумерки. А, когда медведь за лосем-то гнался? Нет, когда лоси начинают гулять. Вот это было в сентябре где-то. Удочку не ломай, мать. Нет, Я это понял. я и не твою Это не я. свою. И, короче, Не, мы, что-то загнулось там за мотором. там товарищ это предложил, ну, короче, мы были там на Илыче. О, смотри, в прямом эфире ловлю рыбу, елки-палки. Так и все правильно. Клюнуло? Так, господи, В я... прямом эфире, вот на камеру. Ты зачем сказал? О, так это щучка.
Так я ждал тут ее, блин, она у меня клюнула, А блин. нет, просто... О, кушок. О, красавец! Так я закрыл, блин. 300 Да ладно, грамм. ведь, Ваня, все, сядь, Вань, сядь на успокойся, скамейку, историю сядь. расскажи свою, так это же просто я в Смотри, прямом, заглотил, как красиво. в прямом эфире. Смотри, ловлю, больше да, 20 да. сантиметров. Конечно, полностью. То полкилограмма, да. Да, шутка, Ну, не, конечно. грамм 300, 200, 300, 250. 300. Ай, у меня- Смотри, смотри, Ваня, У что меня делает. мелкий. У тебя 50 грамм. Да, что это. По сравнению, Давай. я даже я его выкину. Давай похаваем. Ваня, только Выкинь, это. на Такого. камеру выкинь. Нет, на камеру. Не в камеру. а на камеру. А, нет, вон, лови дальше его. Ловись рыбка, не велика, не мала. Ну, А хорошая. это был, давай, Ну, мы Игорь, уже- мы смотри, уже- теперь человек перестанет Да обедать. все, у него Не, уже я все, тебе ему это- нафиг еще не история. Нет, я теперь доскажу. Давай. Короче, Ты теперь не доскажешь, ты теперь будешь рыбу ловить. нет, этот мужик предложил нам... А мужик это- какой я уже забыл, честно говоря. Ну, Да, С этим это- окунем, да? Ой, пакет упал. где? Да пакет такой А, мусор. Ну, складывать. это не пакет, а мусор, вот жалко. Пакет с боксом. Опа, Нельзя. чуть камеру, Камеру не поймал. Да, сейчас камеру закинешь в воду. Нет, дядя И, Ваня, короче, спускаемся, он предложил это. Зря ты это сделал. Пойдем получить. Ну, он уже покойничек, этот парень. Это, Ну-ка, дай-ка эти две удочки, Вань, сейчас ты сядешь на них? Собянина это. Или сядь? Мне страшно смотреть. Так, все, ладно, хорош. Я просто так показал, что рыба у вас есть. Я тоже хотел просто так, но не Ну, получается конечно, просто это так. не то. А им, он привык кататься, он думает, что я его катаю. Конечно, у него прокатил. уже, смотри, вон дырка одна в губе, вторая уже. Две- Ты пометил его, нет? Да, две дыры. Так, в общем, сели, доели и дальше пошли. Да, да, да. Подожди. За смородиной, кстати. Подождите. Сейчас смородину потом смотреть. Ой, Нет, Леня. давай я расскажу, быстрее это Леня. будет. Дядя Ваня никогда не Короче, расскажет. спускаемся это. Ты сядь, это- зрителя, вот туда. Давай, убери эту, как лицом его. к зрителям. Да. Бери Это был удочку. покойничек Илья Собянин. Короче, спускаемся вдоль берега, все, он говорит, пойдем, там, ну, сига заколем, там все, острогой. Ага, ну мы, короче, как Уронишь. говорится, это, факел горит, Что, добьем? короче, факел горит, давай и добьем. спускаемся. И вот так вдоль травы идем, и в траве утка. Шур! Я не видел такой резкости ни у кого. Он туда было с острогой, он поворачивается, чух! И утка на остроге. Да ладно. Я его, видел, сам видел. хотел. да, я его Чунгачгук. назвал Чингачгук. Говорю, так, ну, вот здесь он, Чингачгук? он смотрит здесь, это костер горит, он смотрит. А там в траве, шух, вот раз. И Не, у меня, острогой. конечно, был интересный момент. Ну, блин, я совершенно- такого не видел. Не такой, конечно, но продольник тяну, да, и срывается язь. Ну, срывается, я вижу. И он, смотрю, он не уходит, а так стоит. Он сорвался и стоит. Я такой раз сачок беру, хопана, и сачком, и зацепил. Вот это есть на канале, кстати, не дадут соврать, это и все снято на камеру, блин. А, Просто я не сразу-то не свистнул, не понял, что к Не чему. смекнул. блин. Да, а я в это время, а вот Хариуса не получилось. Но там Хариус просто начал сплавляться по течению, Хариус. а мне это. И я сачок Не достал, зацепился, не не достал, дотянул. потом поднял якорь уже, тудым-сюдым, и все, Хариус ушел, видать, его оклемался и ушел. дальше спускаемся, ну, речка-то вот так идет, и такой залив. Залив. Стоят лоси. Держи. 3 лося Сейчас стоят. сальцо отри- Давай. В воде прямо стоят. Вот так по колени где-то. Это где? От комаров На Илыче. спасаются, да? На, по Илычу Мы пойди сюда, это, там да, стоят. так это осень была, комаров-то уже было мало. За что я люблю коми, комаров мало, да? Да, и короче, И машкары почти нет. да, и короче, Илья это говорит, Сальце? это, Вот, нет у меня. подъедем курочки. сейчас. Я говорю, и что Сколько у ты вас его там куры? строгой, Не, что я ли? же А медленно ведь кушаю. ничего нету. И он говорит, подъедем, просто посмотрим. Только мы начали в За эту вас, бурью, этот Всё круто. один самец, этот рогатый, отделяется, короче, и Погнал. прямо на лодку. Я и оттуда еле вытолкался. Он догонял нас, аж вот так зашел. Нет, а это, Геннадий, у тебя есть такой однофамилец, Григорий Растворов. Может, Ну, да, Гришка, он с да, Антона, да, он- с Антона же это, у него это, Ну, в да, артели сам. он тоже работал, батя у него там это. Да на 6-м мы работали вместе. А, ну ты даже на Потом шестом. он Вот он рассказывал историю-то как раз как в стиле Николая Терентьева,
как у него собаку лось Комар. задавил. Да бог с ним, с этим комаром. Они достали меня уже. Они нет, они пьют это, плохую вот. Дурную кровь. Они куда-то раз и самогон высасывают. Короче, вот его рассказ такой, блин, что-то пришел, а он такой говорит, с утра надо что-нибудь сказать, пускай вся контора нахрен думает. И тогда ты живешь спокойно, тебя никто не это. И пришел что-то там, что такой расстроенный, что-то там, его спросили, блин, что такое Григорий с тобой? Говорит, да блин, лось собаку задавил. Ну, то у меня такая, говорит, собака хорошая, лайка, блин, вот все. И задавил. Говорят, да как такая фигня-то может быть? Ну, как говорит, как. Ну, собака гнала, вот лося, пошли на охоту, лося гнала, на дерево загнала и лает, короче. Я прихожу, смотрю, такая херня, говорит, глазам своим не верю. Лось на дереве, собака лает. Вот загнала его до этого. Ну, а что, я же охотник, ружье достаю, бах! Он Лось падает и прямо на собаку. И все, и задавил собаку. Вот, расстройство такое. Это точно как это. Вот он в стиле Коли Терентьева, такие у него Да. рассказы, блин, это. Как Василий Васильевич Попов рассказывал. Вот пришли в Русан-Курью. Короче, а у меня, говорит, все была такая собачка, балонька. Балонька? Ну, такая маленькая собачка. И все Баллонка. время... А Баллонка. какая разница? И Баллонка. она это говорит, Это совсем маленькая. ну все равно вредно. время со мной, блин. И вот мы едем на лодке. А, говорит, посидели у костра, немножко выпили. И она почему-то все на борт и высматривает. И, короче, а Миша за рулем и мотанул, а она раз за борт. И не к лодке плывет, а плывет к берегу. Смотрю, щука, вот такая пасть, бэм, пью. Ее хап, и все. И говорит, собаки нету, и щуки нет. Мы к берегу, невод расправляем, завели, вытащили эту щуку, разрезали живот, собаку еле откачали. Искусственное дыхание делали. Наверное. Говорит, смотрю, а щука, говорит, килограмм 18. Живот в одном месте вот такой. Ну я сразу ножом, я понял, что собачка там. Короче, Еле откачали, да? еле откачали, говорит. Я и так, Откачивали вот так, наверное, я и да? так, я и так. А я А нет, у слушал. собаки же вот так откачивают. Ну да. У нее же ноги в Слушали, стороны слушали, нет. я говорю, а искусственное дыхание не пробовали? Она говорит, тогда еще это не у моде было. Я говорю, это не надо в моде, это морда в морду надо. Не, они короче, так вот раз у него. Да, старики были прыгнуло. вообще чудики. Тоже вверху клюют. Ну что, друзья, товарищи, пообедали, Чай пьем. поклевали. Давай, тут по рюмке чая еще будет. По рюмке Да. чая, Я всё. тоже чай попил там один раз, думаю, я ж с голоду. Я через Рыбацкий. час обычно после завтрака, после часа. После завтрака я уже жрать хочу. Да? Давай, Так, Чайковского. чуть-чуть, Это по когда? глоточку хотя бы. завтракаешь, а потом жрешь. Да. Так, тут у нас Сначала и завтракаю, сало. потом жру через чай. Тут у нас Через еще час, вернее, не через есть чай. сало, есть, что у нас, картошка в мундире осталась, что вчера варили. О, Так что еще слушай, живем. блин, вот рыба-то уже просолилась, наверное. Уже можно картошку Да. соленую. Я резать. за чё и Вот этих говорил. молодых щучек вот этих. Ну да, щучки полезные. Жиганов этих. Ой. Так что Так, все. Все, Ужин нам еще обеспечен. Вадя, все. Давай пошли, бросай удочку, пошли за смородиной. Не. смородиной. А, да. Тут больше нету рыбы. Всё. Есть. ой. Вот еще, вон Нет. заводь, вон Вот вторая так. заводь еще. Там Вон, зал, за, да, этими, да, вон да. за этим завалом, там рыбы море. Не, ну большой Всё. он выживает все. Вот и Посмотрим смородину. отлично покушали. Спасибо вам, друзья, за компанию. Так, где мой пурт? Пойдем собирать смородину. Будем заниматься дальше делами. А что мы будем дальше, вы это, конечно, увидите. Всем пока. Рекламная пауза. Так, у нас, друзья, обед закончился. Приступаем к рыбалке. Хорош балдеть. Поймали штук 5 окуней. Потеряли. Я лягушку свою новую потерял. Последнюю лягушку. Двумя ногами. С двумя ногами. Вон, Смотри, я поймал Иван Григорьевич окуня на свою блесну. на новую блесну. блесну. Ну, оборвал те, конечно. Оборвал 2 крючка с блесной, которые фиговые были. Фиговые. Да. Вообще-то не фиговые, они себя уже, конечно, оправдали, самоделки Ивана Григорьевича. Ну, и это тоже самодел. Потому что здесь рыбачить одни эти коряги,
Сплошные зацепы. Сразу это схватил. О, как вот этот вот. Сразу, да? Да, вон. О, пока я ловлю. Блесна. А червей нету, да? Нет. Черви Вот закончились. тут вон. Вот червяк. Вообще кусок маленький. Ты бы хоть глаз оторвал. Там крош. Нет, тут пока. Тут крошечка. Вот. Даст, не дам. А вот сейчас пойдет блесна, и он сапает. Так, а у меня мальков нет. Нет ЦП, без червя-то не хотят. Нет, такая крошка и была червя. Вон. Вон. А, он блесну хватает. Да. Там чуть на дне. Так, мелочевка, мелочевка. Мелкий. А где крупный малек? Не знаю, случайность это или совпадение, но резину устал менять. Поставил вот такую копеечку бронзового цвета. Типа Blue Fox. Made in AliExpress. Made in Китай. И первый заброс, и сразу же последовала поклевка. Вытащил хорошего окуня. Вот, включил камеру. И мы больше поклевок не увидим. Оп, и вот он, вот, о, работает. Работает Blue Fox. Смотри, как жадно взял. Бронза работает. Ну-ка только. У меня же такая есть. Есть бронзовая копеечка? Есть у меня. О, а мы резину им пихаем. Может он уже, конечно. Они металлисты, оказывается, здесь, Вань. Да. У меня и тоже прыгал на эту резину. Дригал. Да я вижу, что он прыгает, а толку. Прыгает ножками, дрыгает и больше ничего. А не бьет. Хорошие все. Оп, сразу поклевка. Вон, Вань. А мы тут пургу гоним, бля. Смотри, какой хороший вес. Смотри. Смотри, Ваня. А мы тут пытаемся резину ему пихать. Смотри, как жадно копеечка работает. Она и поверху идет. Я вообще нулевку поставлю. -1 поставь. -1. А мы тут в час по чайной ложке, блин, пытаемся резину. Вот не зря говорят, надо пробовать, экспериментировать, да, Вань? Да, все надо менять. Я говорю, ты нулевку поставил? Да. Или -1? Нет, нулевка. А у тебя поводок толстый винтом, как поросячий хвостик. А он когда тянется, то он пружинит, наоборот, остановишь. Да? Да, сюда. И блесна-то ведь идет поверху, потому что она легкая. А окунь берет. Пока берет. Я не знаю, боюсь глазить уже, конечно. Янцикадан. Брал. Толкнуться. У тебя желтая, у меня красная, Вань. А, медная красная? Да. У тебя желтая, золотая, а у меня бронзовая. Ладно, поменяем. О, видишь, поклевка. Ты ушел. Была, да? Да. И не налевку, не -1, а это копейку ставь. Да, мне кажется, желтый вот ту поставишь, она будет, вон эта, которая полосками. Двойка. Да и ставь двойку, она будет работать, Вань. Нет, у меня вот эту поставлю. Двойка тяжелее работать будет. Это будет работать. Вот. Желтая? Да. Стрекоза у тебя живая там еще, Вань. Да. Офигеть. У Вани даже в чемодане живая стрекоза есть. Вот она. Вот. Ты живет. Офигеть. Она это. Офигеть. Офигеть. Ну что, металл работал, устал. Поставил резину. Первый заброс и сразу результат. Такое ощущение, что в борьбе резина и металл идет постоянная борьба. Ну, Просто они знают. соревнуются, да. Вон такая вот красная джиголовочка и такой виброхвостик. Спинка черная, брюшко желтое с синими точечками. Экспериментирую. 2-3 заброса, если пустых, ставлю другую. После той продуктивной, после лягушки, после медной уже получается блесенки, копеечки, которая поработала, штук 5 окуня выдержала, вытянула. Поменял уже мепсовскую копеечку желтую, ставил. 3 заброса было пусто. Поставил еще вертушечку, было пусто. С Алиэкспресса черную с желтенькими точками. И вот поставил воблерок на красную головочку.
первый заброс и был окунь. Ну вот пока опять тишина. Вода прет, вот мы видим уже на воде не просто пена, а пятнышки песка. Получается, прет она быстрыми темпами, заливает песок, песок не успевает пропитаться водой и плывет вот по поверхности воды такими небольшими лепешками, как бы даже не тонет. Песок получается легче воды, да, Вань? Ну да, пока там пыль. Песочная пыль, да, вот она. Это все говорит о том, что вода, уровень воды поднимается, и поднимается оно быстрыми темпами, нехило, можно так сказать. Но, чтобы то не было, клюет, если начало дня было так себе, потом мы нашли стайку рыбы, подергали. В общем, жаловаться нечего. Не хуже, чем вчера, и не хуже, чем позавчера, это точно. Наловили мы свою норму рыбу, как обычно. Как обычно, может даже немного и больше, да? Ну, посмотрим. При подведении итога все будет видно. Ну вот, первый заброс на резину новую. Им что, блин, постоянно новые что-то... О, был удар. Постоянно что-то новое подавать. Ой, он у меня с руки аж выбил это. Ну вот, друзья, наступил уже вечерок. Леня с Игорем уехали, потому что сказали, не клюет. Леня сказал, поймал только 10 окуней. Игорь там половил, подергал. Видно было, что подергал. Мы с Иваном Григорьевичем все-таки решили остаться, дождаться вечернего клёва. Тоже поймали по 10 на 10. И, как говорится, остались мы не зря, потому что мы все-таки на окуневый клев попали. Клюет не только окунь красивый, клюет и щучка. Достал камеру, хотя она тоже вот-вот уже сядет, оставлю на подведение итогов. Просто хочу запечатлеть интересные кадры. Окуня мы ловим и неплохо. Вот, как бы здесь вот вы видите уже щучки, окуня красивые. Вот тут вот все у нас. Где-то ведро как минимум уже у нас есть. И самое интересное, вот что. Вытаскивая окуня, сначала одного, и у него с живота, с рта выскакивает вот такая вот миножка. Через некоторое время достаю второго окуня, выскакивает вторая минога. Я не знаю, если их поискать в лодке, наверное, их там километр. То есть у них получается аппетит есть, и живая минога прямо выходит с этого окуня. Это то, что вот увидел я. Не знаю, сколько их там вот ползает, потому что мы все кидаем в лодку. Может, щука выклюнула. Я так думаю, если на них сейчас рыбачить, то клюнет по-любому, потому что если они сами в живой среде едят, но Иван Григорьевич подсказал, мы будем их потом на куски резать и рыбачить, если не будет клевать. Но пока у нас нормально клюет, рыбалка продолжается. Вот сейчас щука. Было 2 схода щуки, такой неплохой. Ну, нормально, жаловаться нечего. Были моменты, что по 2-3 заброса подряд вытаскивали щуки. Ой, окуни, говорю. Коряжник. Оставили мы немало блесен, конечно, уже. Вибриков, джиголовок. Но оно того стоит, потому что, видать, рыба в этом коряжнике живет. Так что у нас рыбалка продолжается. Несмотря ни на что, мы все-таки, несмотря на подъем воды, да, несмотря на подъем воды, мы все-таки нашли окуня, нашли окуневый клев, и это здорово. Ой. Вот. К сожалению, я не смогу рыбачить и снимать, а снимать как не рыбачить, если клюет, я не понимаю. В общем, здорово. Не зря мы приехали сегодня на рыбалку, все-таки мы нашли. Кто ищет, тот всегда найдет. Ну, а кто не хочет... Не хочет рыбачить, поехал домой. Да. Уже это не принудиловка. Все. Мы приехали на рыбалку, мы ищем рыбу, мы ее находим, мы ее ловим. Как-то вот так, настроение просто супер, погодка изумительная, да, не жарко. Не дождя. Янцикаден, чтобы не сглазить. Да. В общем, закат такой красивый. Рыбачим. Сделаем короткое включение, как будем собираться уже. До заката солнца мы порыбачим, а солнышко у нас уже
садится. Скоро у нас уже будет вечер. Ну, часик мы еще, надеюсь, порыбачим, да, до темноты? Да, вот дойдем вон, почти до конца дойдем и Все. сразу подымем. А можем там вытолкаться. Рекламная пауза. Блин, красивые кадры. Мама утка Да. отгоняет. Да фокусируйся ты уже. Все, успокоились. Да, и вон прилетела, там села. Камера еще не фокусируется нифига. Мелко, да. Лимит. Много утят-то. Да, штук 8. Мышь. Ну что, Иван Григорьевич, доволен рыбалкой? Ой, блин, как слон. Как Ты ж видишь, слон. я даже поправился, блин. За день. Хотя 2 раза кушали только. Ну, нормально, зато как кушали. Ну, нормально. По полной Всё. форме, как положено, рыбакам. Солнышко село за горизонт. Да, вот какой закат. Красивый закат, хотя и тучи, но для нас он сегодня очень красивый. А для этого есть О. причина. Ну что, смотрим, что мы сегодня наловили с Иваном Григорьевичем. Нацарапали. Вон, потихоньку нацарапали. Вон, Энскадан. Ну, тут бачок, вот, щуки хорошие. Ну, хорошие, нехорошие, но всякие. Чуть больше, чуть меньше. Окунярики, вон, отличные экземпляры есть. Средний окунь, мелких вообще не было. В общем, сейчас складываем эту рыбу вот сюда, вот 20-литровое ведро. И посмотрим. И посмотрим, сколько у нас вышло. Так обычно по полведерочка, по полведерочка. Вот одно ведерочко за 2 дня мы уже практически, ну немножко, не полный, вот так вот где-то, килограмм 5 не хватало. Килограмм 15 там поймали. Ну смотрим. Игорь, наверное, уже с Леней дома, чаи пьют, Нет, грузится. грузятся. В общем, смотрим. Так. А, Это тут- будет долго и муторно, так что сделаем короткое включение Да. чуть после. Да. Пошла. Ну все, рыбу собрали в ведро. И наш сегодняшний улов получился вот как раз вот такое ведерочко. Ведерочко 20-ка. Сегодня не пол ведра, сегодня мы полное ведерочко набили. Вон есть такие прекрасные экземпляры, вот такие вот окуняшки хорошие. Ну неплохие сегодня, мелочь вообще не было, вон такие зачетные экземпляры. 120 штук. 120 штук получается и 5 щук вот таких вот небольших. Я считаю, это отличный улов, правильно? Удачный день сегодня. Искали, вода прибывает, нашли, половили с удовольствием, почувствовали поклевок, были обидные досадные сходы. Да, щуки сходили. Ну, свое мы получили, что хотели. Да. Полный кайф от рыбалки. Вообще четко, вообще здорово. Я доволен от и до. Я Тоже доволен. Рыбалка удалась. Посидели от души, пообедали Две сегодня. блесны потерял, щука съела. Ну, куда деваться без этого? Сделаю. Приду и завтра уже буду свободный, сделаю. Как-то вот так. Ну а теперь вычерпываем всю воду, собираем манатки и ждем домой. когти. И до следующей рыбалки. А она будет, ну, недельку отдохнем, Да, наверное. да, как раз вода качнется Да. туда-сюда. Все будет нормально. Попробуем половить хариус, если получится, возьмем ушки. Пока хариус вообще не плещется. Вообще, вот Сиг играет, вот столько кругом. Сиг играет, а Харрис нигде не плеснулся. Ну так что привет я Ивану Григорьевичу передал. Он Спасибо, большое спасибо, с уважением. спасибо и от меня. Спасибо, что смотрите. Кто не подписан, подписывайтесь. Впереди еще нас ждут интересные Да, рыбалки. интересные. И не одна. Мы уже наметили планы на зимнюю рыбалку. Приметили несколько таких уловистых местечек для зимы. Так что зимой сюда мы вернемся. С зимними удочками, ледобурами. И будем рыбачить зимой. Ну а пока до свидания. До новых рыбалок. До новых встреч. Всем пока. Будьте здоровы.